Здравствуйте! В эфире передача «Мой город Казань» и я ее ведущая Лилия Калимуллина. Сегодня мы познакомимся с вами с Татарским государственным театром драмы и комедии имени Карима Тинчурина, который ведет свою историю с 1933 года. Театр возник по призыву Первого Всесоюзного съезда колхозников и ударников и по личной инициативе Карима Тинчурина, как филиал Татарского государственного академического театра. Коллектив прошел большой и трудный путь становления от колхозно-совхозного до республиканского передвижного и, наконец, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. С первых же дней существования театр радовал зрителей разнообразием афиши. Это и оригинальная татарская драматургия, и переводные пьесы. Порой спектакли игрались в неимоверно тяжелых условиях. И все же, несмотря на эти условия, артисты на высоком профессиональном уровне несли сценическую культуру в массы. 1988 год стал в истории театра переломным. В этом году театру присваивают имя одного из основателей театра, великого татарского артиста, режиссера и драматурга Карима Тинчурина. Также в этом году театр становится стационарным. Он получает свое здание по адресу улица Горького, дом 13. После 55-летних скитаний театр имени Тинчурина вернулся в родные стены. С этого времени начинается новый этап в жизни театра. Пересматривается репертуар, идет активный поиск новых форм, стилей и жанров, так как стационарное существование требует нового подхода к театральному творчеству. С 2002 года на должность директора назначен Мусагитов Фанис Наилович. Наш театр динамично развивается. Сейчас мы ставим спектакли и на стационаре, и на выездах. Не забываем зрителей села. Сейчас, сами знаете, много клубов открываем. И мы стараемся побывать везде, во всех клубах Татарстана, в тех районах, и которые не могут сюда приехать. Баулы, вот сейчас выезжают Баулы, потом Менделеевский район, это ближе к Ижевску, Алькиевский район, ближе к Дмитриграду, там. Поэтому вот эти районы мы тоже хотим и охватываем их зрителей, потому что далековато приезжать в Казань, в наш театр. Но иногда мы сейчас вот работаем с Министерством образования, гранты у них есть, и по этим грантам привозят детей, школьников со всех районов Татарстана сюда, а некоторые мы тоже будем выезжать по этим грантам. Интересная история этого здания, в котором сейчас находится театр драмы и комедии. В разное время здесь находились театр оперы и балета, театр имени Василия Качалова и академический театр имени Галиаскара Камала. В 1850 году по проекту архитектора Скоржинского вместо старого каменного дома выстроили новый дом в духе классического направления эклектики. В 1870 году по проекту архитектора Шмакова с левой стороны к основному дому был построен одноэтажный кирпичный объем с входом. В 1909 году домовладение было продано новому клубу. Автором проекта реконструкции является известный казанский архитектор Амланг. В этот период появляется зрительный зал. В феврале 1965 года был объединен небольшой двухэтажный жилой флигель, в котором размещалось общежитие актеров со зданием театра. Особенность театра имени Тинчурина – это люди, дружный коллектив, в котором кипит слаженная работа, чтобы радовать зрителей. Замечательно меня встретил театр в 1993 году, в марте месяце. Я впервые пришел в этот театр, хотя до этого я успел поставить в качестве приглашенного режиссера спектакль «Не обманешь, не проживешь» по пьесе Карима Тинчурина. Затем были другие спектакли, были спектакли «Пока течет река Итиль», далее были спектакли «Мамаша Кураж», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» и много-много других спектаклей. За эти 23 года, что я здесь работаю, я успел поставить более 78 спектаклей. Я ставлю не один, у нас ставят несколько режиссеров, в частности, вот Резида Гарипова, молодой режиссер, Зульфат Хайдарыч Закиров у нас тоже в этом году попробовал себя в качестве постановщика сказок, только что мы выпустили, сыграли премьеру. А так, в целом, на самом деле, мы стараемся придерживаться определенного баланса, чтобы были
учитаны интересы всех слоев нашего общества, как детей, так и взрослых, ну и среди взрослых тоже. Мы стараемся ставить, поскольку мы все-таки национальный театр, приоритет мы отдаем национальной драматургии. Соответственно, 2-3 пьесы современных драматургов, обязательно татарская классика, обязательно один экспериментальный спектакль. Для того, чтобы поддерживать наш творческий коллектив в тонусе, мы занимаемся поиском новых форм, новых каких-то движений в творчестве, в искусстве. Ну, этим делом, конечно, мы занимаемся не только в экспериментальных спектаклях, но и в произведениях классической драматургии, потому что новое прочтение классического произведения – это и есть поиск новых форм. А теперь предлагаю познакомиться с актерами театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Eğer de düşünce yıldızlar sönse ne bular? Yıldızlar sönse. Они все любимые, потому что мы их рождаем 3-4 месяца. Мы сначала читаем их, потом репетируем, потом много лет играем. И поэтому они все любимые. Ну, конечно же, главные роли я не имею права не любить. Такие, как была роль «Эти балак Галюзе» в спектакле «Эти балак Галюзе». Роль Галюзы, главная роль, к сожалению, уже репертуар обновляется, к сожалению, этот спектакль уже не играется, но все равно это моя первая главная роль. В «Сүнгән йылдызлар в угасших звездах» «Сәрвәр», музыкальная трагедия. В «Гамлете» Офелия. В «Чулпан» Шарифа Хусаинова. Главная роль Чулпан. Я их не имею права не любить, плохо к ним относиться. Я обожаю свои роли все. Маленькие, большие, комичные, трагичные, драматичные, вокальные. Слава Богу, у нас есть работа, у нас есть роли. Это наш хлеб, это наша жизнь. Это просто... Я не знаю даже, как выразиться. Это просто спасение. Когда ты получаешь новую роль, ты начинаешь жить по-новому, ты начинаешь думать по-новому, думать как твой новый персонаж. Шәфкатьле дә матур да булсагыз, сезнең шәфкатьлегегезнең матурлыгы белән шәп булмаска кирәк иде. Матурлыксың үзе, шәфкатьлелектән башка тагын нәрсә белән татурак булсын, принц. Әйе, бу дөрес. Ләкин шәфкатьлелек кеше матурлыкны да үзе шикелле шәфкатьле иткәнче, матурлыкның кеше шәфкатьлелекне дә бозып өлгерер. Элегрәк бу парадокс иде. 3 года назад поставили спектакль «Гамлет». Я играю там главную роль. Я играю Гамлета. Конечно, сказать «играю» не очень правильно, потому что в этом спектакле вообще играть невозможно, там надо жить, потому что мы его ставили в экспериментальной сцене, даже не сцену, мы играем в фойе. Самая высокая степень – это самое главное, желание, мечта всех артистов мужского рода, даже женского иногда рода, потому что Гамлета играли не только мужчины, это сыграть Гамлета. Попробовать прожить Гамлет, я бы так сказал. Моя мечта удалась, так скажем, для меня. Я думаю, и для зрителя, кто видел этот спектакль, мне кажется, они довольны. И спросили, дальше что будете делать? Я просто ответил, я буду работать дальше, потому что в мире океан интересных ролей. Океан, просто их миллионы и миллиарды. Там и классики, и современной литературы, и драматургии. Не то, что даже... Нет, даже литературы, так скажем, потому что очень много прозы, которую можно сделать драмой. С 2008 года работаю в театре, 8-й сезон. Вроде бы не так много, вроде бы и не так мало. Относительно истории театра. Нашему театру 82 года. Это, конечно, вроде тоже небольшая цифра, но это целая человеческая жизнь. Это так много. Наш театр долгожитель, и я театру желаю долгих лет творческих. Слава Богу, в последние годы в театр приходит очень много молодежи. Зритель молодой, и на сцене очень много молодежи.
Конечно же, слава богу, у нас есть маститые, хорошие артисты, взрослые. И наше счастье, что мы успели, то есть мы работаем с ними. Это такие, как Ислами Апа Махмутова, Найля Абы Шейхуддинов, Жамиля Апа Асфандиярова, Шамиля Абы Фархуддинов. Если я кого-то не называла, пусть они не обижаются, они все у нас талантливые, хорошие, корифеи, от которых мы учимся, каждый день учимся. У каждого театра свой зритель, я бы сказал вот так. Сколько у нас вот в Татарстане театров, у каждого театра свой зритель. Потому что у каждого человека своя душа, и он все воспринимает по-своему. Есть, конечно, у каждого артиста свои личные зрители, которые любят его, и ты стараешься, чтобы они тебя любили. Ты, конечно, стараешься для всех, но особенно для них хочешь понравиться, и хочешь, чтобы они пришли на следующий спектакль твой, посмотреть тебя. И поэтому, о чем мы говорили раньше, то, что быть не похожим на персонажа, который ты уже играл, вот самое главное то, потому что если человек видит то, что ты и здесь одинаковый, и тут одинаковый, он перестает уже тебя любить, ты становишься одинаковым. Репертуар театра имени Карима Тинчурина – это не только произведения татарской литературы, но и мировой классики. А сейчас давайте заглянем в зал. Гафу итегез, бу аның үйіме? Сіз? Театр – это ведь не здание, это все-таки коллектив. Если есть сложившийся коллектив с устоявшимися отношениями, знаете, театр – это на самом деле как маленькая модель государства. Мы абсолютно автономны, у нас есть свои производственные цеха, у нас есть сцена, и все, что мы делаем, если мы это будем делать без согласия друг с другом, без уважения друг к другу, я думаю, что все это у нас не получится. Поэтому маленькая модель государства – это и есть театр. Поэтому я с большим пиететом и с большой любовью отношусь к всем работникам, которые у нас есть в нашем театре, не только артистов, имея в виду, и постановочные цеха, и художественные цеха, и производственные цеха, и даже обслуживающий персонал. Есть, да, разный возраст, но вот в последнее время больше молодежи. Может быть, молодежь все-таки тянется к театру. Это показывает, что работа идет и со школьниками, с детсадами. Вот они вырастают, молодое поколение, они не оставляют театр, и они продолжают вот эту традицию и приходят смотреть спектакли. У нас еще по воскресеньям есть такой проект «Семейные спектакли», куда дети приходят со своими родителями. Это семейные показы. Поэтому вот мы возродили эту традицию, и, слава Богу, хорошо идет. Приходят с семьями, даже дети с родителями, бабушки, дедушки, все вместе. Это еще сплачивает семьи. Они находят в себе друзей, разговаривают, общаются. За 80 с небольшим лет своего существования театр внес значительный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения, в культурно-просветительскую и общественную деятельность по сохранению и развитию татарского языка и культуры. Театр имени Карима Тинчурина хранит традиции и идет в ногу со временем, а зрители снова и снова возвращаются к любимым спектаклям. На этом мы закончим. Если у вас есть интересная история о нашем славном городе и вы хотите поделиться ими, присылайте их на наш электронный адрес, указанный внизу экрана, или в группу ВКонтакте. Спасибо за внимание, любите свой город, до новых встреч!